Добрый день. Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике является напряженной, отмечается повышение количества новых случаев коронавирусной инфекции. В целом на территории республики зарегистрированы новые случаи в количестве 172. Особо сложной сегодня является ситуация в двух районах республики. Это в Амгинском и Нюрбинском районах. В силу непосредственно достаточно большого круга распространения инфекции. И, соответственно, исходя из сложившейся обстановки, там будут приниматься ряд оперативных мер. Основными заболевшими в республике сегодня в большинстве своем являются дети и беременные женщины. Наиболее тяжело происходит непосредственно течение заболевания у беременных женщин. Еще раз обращаю внимание, окружение беременных, сохраняя себя, сохраняете и свою вторую половинку, и будущего ребенка. К сожалению, нам не удалось, нашим медицинским работникам, не удалось сохранить жизнь еще одной будущей мамочки на территории у нас в городе Якутске. Поэтому еще раз обращаюсь на необходимость соблюдения норм и, соответственно, охрану их, как вот таких вот людей, которые, и в том числе и детей, как те, кто сегодня не имеет иммунной защиты в виде вакцинации. В городе Якутске у нас зарегистрирован 101 новый случай, в Мегино-Кангаласском 13 новых случаев, в 9 в Усть-Алданском, по 5 случаев зарегистрировано в Мирнинском, Нерюнгринском, Чурапчинском, по 3 случая в Намском, Татинском, Хангаласском, по 4, в Алданском 3, по 2 случая в Вилюйском, Ленском, Нюрбинском, Маймиконском, Алекминском и Сунтарском, и по 1 случаю в Булунском, Верхоянском, Горном, Кобяйском, Оленёкском, Среднеколымском и Винобатантайском. Количество случаев я всегда озвучиваю по данным управления Роспотребнадзора. Впоследствии мы уже говорим о той ситуации, которая возникает и при поступлении в больницы. Поэтому непосредственно еще раз обращаю внимание, сегодня сложным является ситуация в Нюрбинском и в Амгинском районе. Ну и, соответственно, там идет достаточно серьезный рост. За сутки было проведено самое большое количество исследований, которые вообще когда-либо мы проводили на новую коронавирусную инфекцию, 5316 исследований. Это связано и с поступлением непосредственно детей в интернаты, а также и с непосредственно исследованиями, которые проводятся относительно студентов и детей, которые поступают в учебные заведения уже на учебу или в общежитие. На 17 сентября 2021 года в республике 485 155 доз вакцины. У нас использовано 71,7%. У нас на настоящий момент первую вакцину получили 340 010 человек. Ревакцинировано уже 7985 человек граждан нашей республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, пятницу, субботу, воскресенье нам с вами предстоит непосредственно осуществить голосование. Кто-то уже сходил на избирательные участки. Оперативный штаб совместно с территориальными избирательными комиссиями на местах, а также с Центральной избирательной комиссией республики отработали все варианты защиты непосредственно и вашей безопасности на избирательных участках. Сама я с утра тоже проехала ряд участков, уже в том числе проголосовала. Все нормы соблюдаются. Также призываем вас эти нормы непосредственно соблюдать. И кроме того, я обращаю внимание, что амбулаторные больные, которые у нас сегодня находятся в группе ожидания анализов или являются контактными, относительно них включен режим самоизоляции, поэтому в течение 3 дней голосуйте по заявлению. Представители участковых избирательных комиссий знают, в каком порядке осуществляется это голосование. То есть конституционное право будет реализовано для всех. Единственное, конечно же, обращаюсь опять же ко всем гражданам. Созданы все условия. Их нужно правила лишь только соблюдать для того, чтобы на избирательных участках осуществить конституционное право и, соответственно,
непосредственно остаться здоровым. Спасибо. Это был брифинг по COVID-19. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Каждый голос важен. В России начались выборы, которые продлятся до 19 сентября.